Вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Ковид бьет антирекорды. Обстановка продолжает оставаться напряженной. Как за неделю изменилась ситуация, расскажет Дмитрий Аренин. Покупки впрок и с ощутимой выгодой. Хреновину надо сделать. Я лечо накатала еще из этих помидор. Какая продукция на сельхозярмарках пользуется особым спросом и зачем занимают очереди, в 5:30 утра увидела Юлия Гоголева. Легенда казанского журфака. Он жил этим, для него это было самое важное. Как простились с ветераном журналистики Юрием Фроловым, увидела Лина Знатулина. 330 молодых, талантливых и трудолюбивых. Зональный этап фестиваля «Наше время Безнамзаман» увидела Лилия Кашварова. Коронавирус бьет новые рекорды. В России впервые число зараженных за день превысило 37 тысяч человек. В Татарстане за всю историю пандемии за сутки выявлено наибольшее количество заразившихся – 146. За неделю прирост больных в республике увеличился на четверть. Еще один печальный антирекорд коронавируса – наибольшее количество унесенных им за сутки жизней. В Татарстане скончались 11 человек. Это 9 женщин и 2 мужчин. Ковидная тема вновь стала главной на субботнем совещании в Доме правительства. Чем Татарстан готов ответить распространению инфекции, расскажет Дмитрий Аренин. Эту неделю наша республика, как и вся страна, прожила на волне роста заболеваний коронавирусом. В понедельник было выявлено 129 зараженных. К субботе суточный прирост пациентов стал абсолютно антирекордным – 146. То, что ситуация напряженная, констатирует в правительстве Татарстана. Как сообщил Алексей Песошин, за сутки скончались еще 9 человек, а с начала пандемии уже 906. Обстановка продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день в республике выявлено 29 386 случаев заболеваний. Из них за последние сутки 146. И темп прироста за сутки составил 0,45. За последнюю неделю количество заболеваний 920 случаев. В сравнении с предыдущей неделей было 732 случая. Выросло на 26%. Единственный способ остановить инфекцию – вакцинация. На этой неделе с ростом заболевания и введением QR-кодов ее темпы выросли. За день прививку в среднем делают около 30 тысяч человек. В Татарстане на сегодня, кроме поликлиник, привиться можно в 175 мобильных пунктах вакцинации. Это торговые центры, учреждения культуры и офисы банков. Темпы несколько увеличились. На 22 число в республику было поставлено 1 798 453 дозы вакцины. Первый компонент получила на сегодняшний день 1 367 881 человек. Как подчеркивают в Минздраве, прививки от коронавируса для россиян абсолютно бесплатны. При таких темпах вакцинации коллективный иммунитет в Татарстане может быть достигнут к середине декабря, сообщил Роспотребнадзор. Вакцинированные переносят ковид в легкой или средней форме. Самое молодое население проживает в крупных городах, и они наиболее активный вклад вносят в вакцинацию. Что же касается сельских районов, то есть, безусловно, лидеры. Мы отмечаем, допустим, тот же самый Актанышский район, который уже сегодня дает 104% от подлежащих вакцинации. Это из расчета 80, то есть там более 80% населения уже привито. Взрослые имеется в виду, да? То есть мы не берем в расчет детей. В республике, по мнению Роспотребнадзора, введены одни из самых жестких ограничительных мер. За изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов возбуждено 38 уголовных дел. За нарушение антиковидных требований на организации составлено более 2000 административных дел. Последние 2-3 недели идет интенсивный рост числа заболевших. В этой связи оперативным штабом приняты одними из первых из других регионов самые жесткие ограничительные меры. И за неделю мы проверили 251 объект, 38 объектов работали с нарушениями, это 15%, и составлено было 50 протоколов, вынесено штрафов на сумму 270 тысяч рублей. С 30 октября, как и во всей стране, в Татарстане вводятся нерабочие дни.
Полный список организаций, которые продолжат функционировать в этот период, будет объявлен на следующей неделе. Все пункты вакцинации точно будут открыты. Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Новые возможности появились для покупателей на сельхозярмарках. Пожилым в качестве дополнительной скидки сегодня раздавали социальные купоны. Кроме того, товар можно было забронировать заранее. Пока новшество внедрили только на одной площадке у Чеховского рынка в Казани. В целом по Татарстану ровно в 6 утра сегодня ярмарки открылись в каждом из районов республики. Только в столице торговлю развернули на 15 площадках. За какими овощами выстраиваются самые длинные очереди, увидела Юлия Гоголева. Вам дайкона надо? Да, маленький, длинный не надо. Заморские овощи, дайкон и пекинскую капусту научились выращивать и в Татарстане. Нафиль Гатаулин свой урожай на ярмарку привез из Арска. Выращиваем уже не первый год. В этом году она тяжело, конечно, росла. Народ любит, уважает. Мы его без химии выращиваем. В последний раз ярмарку у Чеховского рынка в Казани проводили 4 года назад. Потом он закрылся на реконструкцию. Сегодня торговлю здесь открыли по просьбам казанцев. Можно утром встать, выйти буквально, купить и сразу же домой. Главное, картошку хотели купить, и ее купили. Килограмм 30 рублей, достаточно выгодно по сравнению с ценами в магазинах. Овощи на ярмарках сейчас самый ходовой товар. Картофель, капусту и морковь привезли из Лаишевского и Арского района. Агрофирмам, конечно, выгодно, да, вся продукция продается. Тем более наш агрофирма выставляется в 6 точках по городу Казани. Каждую субботу с 5 утра мы гостей ждем. Очереди традиционные за свежими помидорами и огурцами. Здесь отдают за 55 рублей. В магазинах втрое дороже. Покупатели приходят с 6 утра. Хреновину надо сделать. Я лечо накатала еще из этих помидор. Ну а чтобы на ярмарке запастись свежим фермерским молоком, приходить нужно к 6 часам утра, а то и раньше, потому что его разбирают очень быстро. Вот сейчас, к примеру, на часах 7:30, половина 8 утра, а молока уже, по-моему, практически не осталось. Скажите, пожалуйста, сколько литров осталось? Есть еще молоко? Нет, молоко где-то 5-6 литров осталось, все заканчивается. По сравнению с прошлым годом цены на ярмарках выше, тем не менее, гораздо ниже рыночных. Залсухова республики Татарстан, но она не повлияла особо на цены, потому что в целом повышение цен в этом году это такая, как принято сейчас говорить, и мировая тенденция. Подорожала логистика, подорожали такие вещи, которые влияют на себестоимость продукции. Поэтому небольшое подорожание есть, поэтому мы ярмарки и проводим, чтобы обеспечивать наших горожан доступной и качественной продукцией. Сегодня на ярмарке были и 2 новинки. Первая – пожилым так называемые социальные купоны. Лицам старше 55 лет мы даем купон, и по нему в 2 участников они могут предъявить, если покупают на 500 рублей, будет 5% скидки, если на 1000 рублей 7%. Еще одно новшество – теперь продукты можно бронировать. Для этого на сайте tuganyak.rf нужно сделать заказ, а в день ярмарки оплатить и забрать. Новым сервисом сегодня воспользовались около 100 человек. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. У садоводов Татарстана появился свой дом. Союз планирует проводить здесь конференции, совещания, обучение садоводов, мастер-классы от партнеров. Также здесь будут консультировать юристы, бухгалтеры и другие эксперты. Сегодня в Казани и пригороде 750 садоводческих объединений. Это около 150 тысяч дачников. В осенне-зимнее время всех садоводов приглашают в офис по улице Восстания, 36. Отделение будет приспособлено специально для работы кружков, для работы клубов, которые связаны с садоводческим движением, для того, чтобы научить садоводов правильно сажать, ухаживать за растениями, и чтобы в зимнее время у них было тоже занято и с удовольствием проведенная как подготовка к летнему сезону. Мы приглашаем всех, кому интересно, кому необходима помощь в его саде. У нас очень много предложений по улучшению работы каждого сада. Больше 5000 мальков стерляди выпустили сегодня в Куйбышевское водохранилище. Это компенсационный выпуск в рамках строительства скоростной трассы М-12. Напомним, новая автодорога станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Она свяжет Москву, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. И уже сейчас это не просто линия на карте. По маршруту трассы вырубили деревья и сделали основание дороги. Работы идут на мосту через Волгу. По требованиям экологического законодательства при строительстве таких
таких сооружений дорожники должны выпустить мальков в крупные водоемы. Все для того, чтобы компенсировать урон природе. Рыбка пока весит 3 грамма, но за пару лет те, кто приживется, вырастет до 2 килограмм. До конца октября в акваторию водохранилища попадут еще 7 тысяч мальков. Выпущено порядка 1 200 000 за 2021 год. Разных видов пород, то есть сазан, толстолобик. Ну, допустим, на сегодняшний день вот в исполнении идет именно стерляди, потому что ее не так много вводится. За эту неделю в Татарстане часто горела сухая трава. У спасателей в разы выросли выезды на такие пожары. Горит не только трава, но и камыши, сухая листва. За минувшие 7 дней зарегистрировано 60 таких случаев. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Как говорят в МЧС, установившаяся на территории республики сухая и ветреная погода способна в считанные минуты раздуть огонь до масштабного пожара. Напомним, с начала года по фактам природных пожаров сухой травы, ТКО и мусора Госпожнадзор возбудил почти 600 административных дел и привел к ответственности 549 человек. Они оштрафованы на 2 330 000 рублей. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Сегодня в Казани простились с ветераном журналистики, преподавателем Казанского федерального университета Юрием Фроловым. Он ушел на 84-м году жизни. Больше полувека проработал на кафедре журналистики, заслуженный преподаватель КФУ, фотограф, краевед и настоящая душа факультета. Он воспитал не одно поколение журналистов. Проводить Юрия Ивановича пришли родные, коллеги, бывшие студенты. Каким его запомнили? Слово Лине Зинатуллиной. Мы сегодня собрались прощаться с нашим выдающимся учителем. Учитель для многих поколений журналистов республики. Сегодня Юрия Ивановича провожают в последний путь его выпускники разных лет. Вспоминают не только лекции, но и его традиционные маевки. В мае месяце мы каждый год выезжали на природу, он там организовал различные соревнования, мероприятия. Я в 96-м году поступила на журфак. Тогда Юрий Иванович был еще молодой и очень активный. Мы ездили в Свияжск, в Печище с студентами. И вот он всегда был таким зажигательным организатором. Он очень интересно рассказывал, он очень много знал истории. Эту фотографию дочь Екатерина нашла, перебирая архивы Юрия Ивановича. На обороте рукой папы написано: «Пусть Катюша запомнит меня таким». Его сфотографировала девушка-музыкант из Дома пионеров по пути, когда он шел домой. И он сохранил эту фотографию, и, наверное, вот он сам хотел, чтобы его видели и запоминали именно таким. Ну, это была душа нашего факультета. Он был абсолютно открытый человек, он живой, он все время куда-то двигался, он все время куда-то торопился. Он организовал бесконечные мероприятия, День журналиста, там, конкурс агитбригад. Первый на белом коне – это Юрий Иванович. Самый настоящий русский интеллигент с широтой души, который плюс тому, что был, конечно, прекрасным оратором, прекрасным педагогом, он был и очень добрым другом для многих нас, для студентов. И журфак его времен – это большая такая легенда. И всегда бывает очень грустно, тоскливо и пусто, когда вдруг оказывается, что сказка, легенда заканчивается. Юрия Фролова похоронили на кладбище поселка Мирный. Легенду продолжат его ученики, известные журналисты не только Татарстана, но и России. Другим большим увлечением Юрия Ивановича была фотография. Он вел фотолетопись Казанского университета и острова Свияжска, снимал Казань. Эти материалы его дочь хочет оцифровать, чтобы издать книгу в память об отце. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татарстанцы вышли в финал конкурса «Лидеры России». В треке «Бизнес и промышленность» нашу республику представляют 28 человек. В направлении государственное управление – 23 специалиста. И среди других субъектов ПФО наша делегация одна из самых многочисленных – 51 конкурсант. Напомним, конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители сразятся за главный приз – образовательный грант в 1 миллион рублей. Их наставниками станут руководители субъектов страны, известные государственные и общественно-политические деятели, руководители крупнейших компаний.
Я считаю, что в первую очередь должна быть ответственность. Ответственность как за себя, так и за команду. Второе, что важно, считаю, это инициативность. То есть без инициативы, как говорится, под лежащий камень вода не течет. Нужно самим все делать, нужно самим всего добиваться. Ну и третье, это нужно быть командным игроком, конечно же. Один в поле не воин. Позади первая неделя всероссийской переписи населения. В ней уже приняли участие каждый 10-й россиянин. В Татарстане активно переписываются на дому или приходят на стационарные участки. Их по республике 5058, из них в МФЦ. Как идет перепись в районах, расскажет Светлана Звонарева. Проживает по этому адресу постоянно. В Челнах переписчики активно ходят по домам, или житель может прийти в один из 40 переписных участков. Можно и не контактировать с переписчиком. В помощь портал госуслуг. Сюда пришла, потому что здесь удобно, быстро пришел и быстро обслуживают. В стационарном участке на сегодняшний день мы переписали 120 человек. Переписчики переписали 409 человек. В Елабуге работают 155 переписчиков и 26 контролеров. Граждане отвечают на стандартные 33 вопроса. Для наиболее полного анализа ситуации в стране важно, чтобы жители ответили на все из них. Если переписчик пропустит какой-то из вопросов, можно ему напомнить. Особенно, если это касается пунктов про национальность и родной язык. Также человек вправе проверить свои ответы после заполнения на планшете. Верно ли переписчик внес данные с ваших слов? Народ доброжелюбно настроен, общается с нами, пускает нас в квартиру, на вопросы отвечает. Эта информация, конечно, будет обобщена правительством и будут построены социально-экономические планы, очень важные для нашей страны. Это и строительство новых школ, детских садов, развитие новых отраслей науки, экономики. В Нурлатском районе во всероссийской переписи населения приняли участие около 10% жителей. К ним приходят 97 переписчиков. Стационарный участок города ежедневно посещает до 15 человек. Перепись – очень хорошее дело. Всех переписать надо, узнать, сколько стариков, сколько молодых, какие люди, какие нации живут у нас. Очень много народа ходит переписаться, приходят, сами говорят, что мы хотим переписаться, где участок, ищут иногда даже ходят. Место рождения. В Менделеевском районе, если переписчик не застал кого-то дома, оставляет информационный лист с адресом и телефоном стационарного участка. Они расположены в МФЦ и сельских поселениях. Перепись населения, она вообще уникальная вещь. Мы здесь узнаем, какое у нас количество населения в районе. Потому что другой информации, как по переписи, этой информации нигде нет и не будет. Принять участие во всероссийской переписи населения должен каждый. Она завершится 14 ноября. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Пускать домой переписчика не обязательно. На вопросы можно ответить в подъезде или во дворе. Подтвердить личность переписчика можно по номеру единой горячей линии 8 800 707 20 20. Чтобы не открыть дверь мошеннику, не рассказать ему лишнего, Лина Зинатульевна расскажет, как должен выглядеть переписчик. Первое, что вы заметите, это фирменная экипировка переписчика. Вот такая голубая жилетка с символикой переписи и светоотражающими элементами, синий шарф с символикой и сумка с надписью «Росстат». В руках у переписчика планшет, кстати, российского производства, куда он внесет ваши данные в электронном виде. При желании можно попросить и бумажные бланки. А поскольку рабочий день переписчика до 8 вечера, то работать приходится и в темное время суток. Поэтому у него есть фонарь. И главное, удостоверение переписчика. Оно должно иметь официальную печать, голограмму и подпись руководителя Росстата. И действительно оно только вместе с паспортом. А вот у вас переписчик никакие документы требовать не должен. Если все же остаются сомнения, личность переписчика всегда можно подтвердить по телефонам ближайшего переписного участка. Их список вы найдете на сайте strana2020.ru. Лина Зинатульевна, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Почему важна перепись? Для чего необходимо определить национальную идентичность? Об этом мы спросили ведущего сотрудника Института истории имени Шагабуддина Марджани Искандера Измайлова. Искандер Лярунович, добрый день. Добрый вечер, здравствуйте. Почему важна перепись населения? Именно она позволяет государству организовать планирование своей социальной, образовательной, национальной политики. И в свою очередь наше активное участие дает возможность и нам самим осознать те
проблемы, которые существуют в России в плане демографическом, национальном, культурном, языковом. Как определиться с национальностью в смешанных браках? Здесь нет универсального решения. Думаю, что каждый человек сам для себя должен решить, в конце концов, кто он. Когда говорят, что есть такая двойная идентичность, мне всегда это очень смешно. Я считаю, что это как когнитивный диссонанс. Нельзя быть немножечко беременной, и поэтому нельзя быть какой-то двойной национальности. Мы знаем, что одна из граф – это родной язык, и всегда ли можно считать родным языком только тот, на котором разговариваешь? Действительно, язык родной прививался с детства в семье, то сейчас это, конечно, стало гораздо сложнее. Общество слишком урбанизировано. Все эти проблемы, тем не менее, заставляет более пристально вглядываться в себя и думать о том, что родной язык – это не просто язык, на котором ты постоянно говоришь, но это язык твоих предков, твоей нации, и очень важно как раз правильно определиться с этим вопросом. На ваш взгляд, кто это современный татарин? Я думаю, что современный человек должен очень быть хорошо образованным, заниматься своим делом, но при этом понимать, что он одно из звеньев в длинной цепи поколений, что он осознает свое наследие и понимает, что это наследие он должен передать будущим поколениям. Искандер Лерунович, спасибо вам большое за ответы. До свидания, спасибо вам. На ТНВ и ТНВ «Планета» долгожданная премьера. Сериал «Бербер Хелл» на татарском языке. Первые серии уже в этот понедельник, 25 октября. Это первый проект кинокомпании «Ватан. 21 век», созданный по заказу нашего телеканала. Фильм о жизни большой межнациональной семьи, где муж татарин, жена русская. Сериал появился благодаря поддержке компании «Татнефть» во главе с Наилем Магановым и комиссии по сохранению и развитию татарского языка под руководством Марата Ахметова. На ТНВ «Татарстан» сериал можно увидеть в утреннее время в 9:00. Повторы в 14:45 и после 10 часов вечера. На ТНВ «Планета» сериал покажут в 8:00 и 21:25. Все серии с понедельника по пятницу. Гала-концертом сегодня в Казани завершился зональный этап фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». За 2 дня жюри отсмотрели 64 номера из 7 районов Татарстана. Лучших ждет Кубок президента республики и 500 000 рублей. Что нового появилось в шоу в этом году и о чем пишет ЮНЕСКО организаторам фестиваля, узнала Лилия Кашфарова. Мы находимся в концертном зале Приволжского университета физкультуры, спорта и туризма. В это сложно поверить, но это шоу собрали буквально за 3 часа. Для этого сегодня отсмотрели 64 заявки. Более того, выступающие непрофессиональные артисты так танцует и поет работающая молодежь Татарстана. И это гала-концерт зонального этапа фестиваля «Наше время. Безнен Заман» в Казани. Значимость этого фестиваля, она подтверждена несколькими годами, потому что фестиваль уже с 2013 года проходит и в ежегодном формате собирает огромное количество, несколько тысяч талантливых, ярких работников разных предприятий, и коммерческого сектора, и предприятий государственного уровня. И вы видите и становитесь свидетелями того, как они проявляют себя на сцене. Поэтому здесь важно отметить, что этот фестиваль растет, будет расти, он имеет огромное будущее. Сейчас мы находимся за сценой, и здесь можно увидеть представителей самых разных профессий. Из новеньких в этом году фермеры и сотрудники маркетплейсов. Обсуждают и процессы абсорбации, и гаечные ключи, и главные призы, переходящий Кубок президента Татарстана и сертификаты до 500 000 рублей. Фестиваль проходит 9-й раз. Для участия в зональных этапах было подано более 180 заявок. Завершится масштабный форум 15 ноября итоговым гала-концертом в «Пирамиде». Поддержать участников пришел и Рифкат Миниханов, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Его команда стала 3-кратным обладателем гран-при и вошла в историю фестиваля.
Удержать свою планку всегда тяжелее, да, то есть ты должен перепрыгнуть самого себя, и каждый год поэтому выходить на сцену тяжелее, честно. Несмотря на то, что имеем статус трехкратный обладатель Гран-при. Мы уверены, что этот номер понравится всем. И до встречи в пирамиде! Обращаем внимание, что в этом году фестиваль работающей молодежи проходит без зрителей. Команды поддерживают друг друга. Организована трансляция на Ютубе и на нашем телеканале. Некоторые наблюдают друг за другом прямо из фойе. Масштаб мероприятия растет. На днях организаторам пришло письмо от Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Конкурс предлагают сделать международным. Лилия Кашфарова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. «Синтез» одержал вторую победу над «Астаной». Как и накануне, казанцы не испытали особых проблем с коллективом из Казахстана. На своей площадке в матче 6-го тура чемпионата России заводчане разгромили соперника со счетом 19-4. Адел Латыпов оформил покер, 4 мяча. Алексей Рыжов-Оленичев, Игорь Бычков по 3 раза поразили ворота соперника. Следующие матчи 7-го тура «Синтез» сыграет на выезде против команды «Штурм-2002» из Подмосковья. Сегодня была задача посмотреть тот состав, который на сегодняшний день оптимальный, в каких кондициях находится, что получается, что не получается. Вот. Игра, конечно, не была легкой, потому что, во-первых, нужна мотивация очень хорошая. Во-вторых, ребята, в принципе, старались играть дисциплинированно, с концентрацией на каждый момент. Ну, всех поздравляю, очень неплохой результат, на мой взгляд. Вот так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Также больше новостей вы найдете на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Погода очень неустойчива. Теперь курс на похолодание. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно, к вечеру возможен снег, а днем плюс 10-11 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге без существенных осадков и довольно тепло, плюс 12. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо в облаках, к вечеру снег. Температура днем до плюс 12 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси температурный фон станет ниже ближе к вечеру. А днем все еще тепло, плюс 12. Осадки не ожидаются. В Болгаре, Дрожжином и Буинске преимущественно без осадков. Потеплеет до плюс 14. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше столбики термометров держатся на отметке плюс 13 градусов. Вечером пройдет дождь. В понедельник значительно похолодает и велика вероятность осадков. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Рост». Даже при тяжелых формах артроза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Рост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью около 6 тепла, а днем до плюс 14. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Влажность воздуха 79%. В магнитном поле Земли спокойно. Осень переменчива, и характер второй половины октября весьма неустойчив. Предстоящие сутки не станут исключением. На этом наш выпуск завершен. До свидания.